Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Якутия является одним из самых активных регионов Дальнего Востока в части развития предпринимательства и обеспечения качественного прокурорского контроля и надзора в этой сфере. Об особенностях привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о государственном контроле расскажет наш сегодняшний гость студии Эргиз Ларионов, старший прокурор отдела по надзору за законностью правовых актов и соблюдением прав предпринимателей. Эргиз Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что нужно знать гражданам и предпринимателям о контрольно-надзорной деятельности государства? Прежде всего необходимо отметить, что контрольно-надзорная сфера любого государства, в том числе Российской Федерации, это одна из важнейших сфер юридической деятельности. Как мы все знаем, что у нас в государстве действует многочисленное количество законов, нормативных правовых актов, которые регламентируют нашу повседневную жизнь. Да? И для обеспечения соблюдения данного массива правовых актов государство наделило соответствующие органы государственной власти, местного самоуправления полномочиями по осуществлению контрольно-надзорной деятельности. Сейчас на протяжении ряда последних лет в Российской Федерации осуществляется реформа контрольно-надзорной деятельности. Базовым федеральным законом, который регламентирует данную деятельность, у нас является закон 2020 года номер 248 ФЗ. Он называется о государственном контроле, надзоре и муниципальном контроле. Большинство видов государственного контроля, муниципального контроля регламентируется данным законом, но, оговорюсь, не все. Скажем так, все основные виды, которые знакомы многим гражданам: санитарно-эпидемиологический надзор, пожарный надзор, да, вот они как раз-таки охватываются данным законом. И данный закон у нас устанавливает основные права и свободы, да, которые наделяются для граждан в данном законе. И необходимо отметить, что все граждане необходимо внимательно ознакомиться с этим законом, знать и граждане, и юридические лица, и индивидуальные предприниматели, потому что никто не знает, да, в какой момент все-таки будет проведена проверка, контрольное надзорное мероприятие, чтобы граждане уже были во всеоружии, были готовы, знали свои права, и когда уже постучится в дверь инспектор, они уже знали, как с ним общаться, что предполагает вот эта контрольно-надзорная деятельность и так далее. Вот, кстати, о правах. А какие есть права у проверяемых? Да, основные права у нас прямо закреплены в 248 законе, и необходимо отметить, что контролеры, да, у нас это лица, должностные лица органов, которые, скажем так, наделены полномочиями, они должны непосредственно перед каждой проверкой разъяснять права и свободы граждан. Ну, основные права — это не секрет, что любой гражданин, да, либо юридическое лицо вправе лично участвовать при проведении проверки, знакомиться со всеми документами, которые образуются, да, в ходе проверки. Это основные документы: распоряжение, приказ о проведении проверки, да, акт проверки, да, которым заканчивается соответствующая проверка. Также в ходе проверки, да, не просто участвует, но и дает все необходимые пояснения. Если возникают какие-то вопросы, то непосредственно тут на месте можно уточниться у инспектора. Да. И такое тоже важное право, да, лицо вправе знать сведения, да, что послужило основанием для проведения контрольного надзорного мероприятия. Ну, тут есть оговорка в законе: за исключением сведений, которые составляют охраняемую законом тайну. То есть, допустим, персональные данные, да, если, допустим, у нас проверка проводится по жалобе какого-то гражданина, да, то персональные данные гражданина, да, который обратился, конечно, могут не раскрыть. Но в основных чертах должны все-таки разъяснить, почему именно вот сегодня проверка, допустим, пришла вот к какому-то конкретному гражданину. По итогам проверки, как я уже сказал, составляется акт проверки, с ним знакомится гражданин либо юридическое лицо. Если какие-то вопросы возникают, то инспектор должен разъяснить, чтобы у гражданина уже больше не было никаких вопросов. Если какие-то разногласия сохраняются, то лицо вправе обжаловать решение, принятое по итогам проверки, как в административном порядке, то есть вышестоящему должностному лицу, да, так и в судебном порядке. Скажите, а вот бывают ли нарушения
которые допускают контролеры при проведении проверки? Да, к сожалению, не без этого. У нас контролеры — это тоже люди, да, людям свойственно ошибаться. Действительно, есть ряд ошибок, да, которые могут быть совершены при проведении контрольно-надзорной деятельности, и наиболее грубые из них, да, знаковые, да, они у нас перечислены прямо вот в именованном мною 248 законе. И, скажем так, основными нарушениями это у нас является нарушение периодичности проверок, да, нарушение сроков проверок. Ну, периодичность — это вот как часто, да, проводятся проверки, да, если слишком часто, допустим, проводятся проверки, вот это, допустим, является уже нарушением, да. Сроки проверки, на сколько дней, сколько часов должна продлиться проверка, да, если слишком, допустим, долго длится проверка, нарушен срок, не было осуществлено продление сроков проверки, это тоже считается нарушением. Также есть процедура уведомления, да, допустим, для каждой проверки она своя, для плановой, для внеплановой проверки. Вот если, допустим, по какой-то проверке нарушены правила об уведомлении, это тоже считается грубым нарушением. Выход за пределы проверки, то есть у каждого контролирующего органа есть свой предмет. По каждой конкретной проверке тоже есть свой предмет проверки, круг вопросов, которые оцениваются. Да, если инспектор выходит за пределы вот этих вопросов, это тоже считается грубым нарушением. По видам контрольно-надзорных действий тоже есть определенные виды контрольно-надзорных действий, которые вправе совершить инспектор, да, если он совершает те действия, которые не перечислены в законе, либо не перечислены в распоряжении проведения проверки, то это тоже считается грубым нарушением. Также считаются грубыми нарушениями, если инспектор не ознакомил лицо с распоряжением о проведении проверки, да, либо по завершении проверки, когда уже составлен акт проверки, да, лицо не ознакомлено с актом проведения проверки своевременно, это тоже считается грубым нарушением. Все эти нарушения как-то влияют на результаты проверки? Да, действительно, в законе прямо установлено, что все грубые нарушения влияют на результаты проверки, то есть результаты проверки в данном случае признаются недействительными. Более того, по результатам вот такой дефектной проверки, да, лицо не может быть привлечено к административной ответственности, если даже какие-то признаки нарушений были выявлены в ходе проверки. Также лицо вправе, если причинены какие-то убытки, да, незаконными действиями контролеров, он вправе взыскать эти убытки в судебном порядке. И самое важное, да, за грубые нарушения виновный инспектор, то есть виновное должностное лицо органа власти либо местного самоуправления подлежит у нас к административной ответственности. Эргиз Николаевич, а как распознать нарушения со стороны проверяющих органов? Да, тут нужно быть очень внимательным. Во-первых, самое главное — это нужно знать действующее законодательство. Да? То есть если гражданин либо представитель юридического лица хорошо разбираются в действующем законодательстве, да, которое регламентирует сферу государственного контроля, муниципального контроля, да, то, как правило, эти нарушения, они сразу выявляются, они как бы на поверхности находится, да, и тут необходимо еще всем лицам, да, проверяемым лицам, внимательно знакомиться со всеми документами, которые готовятся инспектором, да, то есть это распоряжение, приказ о проведении проверки, это акт проверки, да, внимательно знакомиться, внимательно прочитать, если есть какие-то противоречия, если есть какие-то недосказанности, сразу спрашивать инспектора, да, выяснять, что, как, да, задавать прямо вопросы, да, и вот таким способом можно уже выявить какие-то нарушения. И еще необходимо сказать, что сейчас у нас вся как бы деятельность автоматизирована, да, то есть все знания, да, все сведения, информация, они находятся в открытом доступе в сети интернет, да, у каждого органа власти, допустим, имеется сайт, там находится вся необходимая информация, и поэтому тут тоже можно посмотреть, зайти, а если какие-то вопросы, то можно даже обратиться к юристу. Вот помимо юристов, куда еще могут обратиться лица, чьи права были нарушены в ходе проверки? У нас как бы координирующим органом в сфере госконтроля, надзора являются органы прокуратуры, поэтому если возникают какие-то вопросы,
подозрение, допустим, даже в законности проведения проверок, то рекомендуется именно в первую очередь обратиться к той прокуратуре, которая надзирает за соответствующим органом государственного контроля надзора, либо муниципального контроля. И тут необходимо добавить, что именно органы прокуратуры у нас уполномочены возбуждать дела об административных правонарушениях именно по нарушению в сфере госконтроля надзора. Если, допустим, проверяет вас, допустим, орган власти республиканского уровня, то необходимо непосредственно обращаться в прокуратуру республики. Если это у нас муниципальный орган, органы местного самоуправления, либо подразделения федеральных, либо региональных органов контроля на местах, в городах, районах, районные и городские подразделения, то необходимо обратиться по месту нахождения органов госконтроля в соответствующую прокуратуру города либо района, и там обязательно помогут. Вы отметили, что проверяющие лица, которые совершают нарушения, впоследствии привлекаются к административной ответственности. А какие виды наказания могут быть к ним применены? Да, у нас по действующему законодательству органы прокуратуры составляют административный материал, то есть возбуждают дело об административном правонарушении и направляют для рассмотрения мировому судье. И уже мировой судья по существу рассматривает дело об административном правонарушении и принимает решение о назначении административного наказания. У нас, как правило, за впервые совершенные административные правонарушения назначают наказание в виде предупреждения, а также имеется административные наказания в виде штрафа, средний размер от 3 до 5 тысяч рублей за каждое правонарушение. И за повторное правонарушение виновное должностное лицо может быть дисквалифицировано. А что может воспрепятствовать привлечению должностных лиц к административной ответственности? Тут лицам необходимо знать, что есть такое понятие, как срок давности, все мы знаем, и в гражданском, и в уголовном праве, и у нас в административном праве есть тоже такое понятие, что лицо, допустим, инспектор, который совершил определенные нарушения, он может быть привлечен к ответственности только в течение 1 года с момента совершения административного правонарушения. Поэтому необходимо отметить, что лица, которые сталкиваются с такими нарушениями, должны оперативно обращаться в органы прокуратуры, чтобы не прошел этот срок. Если срок пройдет, то лицо уже не может быть привлечено к ответственности. Также при рассмотрении дела в суде, как я уже сказал, мировой судья рассматривает данные дела об административных правонарушениях, необходимо достоверно доказать, что конкретный инспектор виновен в совершении правонарушения. Поэтому лица, которые стали очевидцами нарушений, проверяемые лица, они должны по возможности фиксировать все эти нарушения любым доступным способом, чтобы в будущем эти сведения были как доказательства предоставлены в суде и подтвердили виновность соответствующего инспектора. И тоже такое, как пожелание, что потерпевшие, допустим, от правонарушения, они должны занимать активную позицию, и не только просто обращаться в прокуратуру, и на этом закончить, но дальше в суде тоже принимать участие активно в суде, выступать в роли потерпевших, в роли свидетелей, и тоже давать определенные показания, чтобы виновные лица понесли установленную законом ответственность. Ну что ж, стало более-менее теперь понятно, кто и в каком случае несет ответственность. Я благодарю вас, Сергис Николаевич, за то, что стали сегодня гостем нашей студии. Возможно, после просмотра этого интервью многие сделают для себя необходимые выводы. А мы надеемся на это. А я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.